يا باقي أنت الباقي ليس الباقي إلا الله. يا هادي أنت الهادي ليس الهادي إلا الله. يا باقي أنت الباقي ليس الباقي إلا الله. يا هادي أنت الهادي ليس الهادي إلا الله. بادت لنا في ربيع طلعة القمر من وجه من فاق كل البدر والحضار. جالوه في الكون والأملاك تحجبه في طلعات الحسن بين التيه والخفار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Хочу начать свое выступление с личной и осмелюсь от вашего лица всех искренне поблагодарить Ахмад Хаджи. За что? За то, что вот сейчас был такой очень, вы знаете, в какой ситуации переживает наша республика. И малейшее такое большого повода не нужно для того, чтобы какая-то фитна поднялась и она распространилась. И я считаю, как вот какие-то те годы, когда у нас мы переживали вторжение боевиков и были мы на грани какой-то войны, и вот на какой-то степени в такой грани мы находились, пока Ахмад Хаджи опять не остановил эту смуту тем, что он опять не отказался от той нагрузки, которая до сих пор на его плечах лежала. Он мог, конечно, сказать: Аллах, мне сейчас будет не до вас, имамы, алимы, Дагестан, у меня появилась большая своя забота, и сделать шаг назад он мог, но, хвала Всевышнему Аллаху, он ради нас, ради того, чтобы в Дагестане фитна не пробудилась, чтобы нам исламу что нужно? Нужно, чтобы в Дагестане сохранилась стабильность, спокойствие. Алимы делают вааза, с каждым днем джахили, одни намаз начинают делать, русские ислам принимают. Нам ничего не нужно, нам нужно только, чтобы было спокойно в нашей республике. Для ислама, в первую очередь, нам сегодня нужно спокойствие и стабильность. Так же, как бизнесменам эта стабильность нужна, 2 раза, 30 раз больше нам нужна эта стабильность. Поэтому эту стабильность он своим этим смелым шагом он сохранил. Дай Аллаху Та'аля ему крепкого здоровья, долгих лет и жизни и бодрость духа, чтобы Аллах Та'аля ему сохранил. Очень важное, что мы должны оценить. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, дорогие братья, имамы, здесь мы, ни один из нас не вспомнил, наверное, то событие, которое сегодня вот на днях у нас происходило. Были у нас гости, большие гости были для нашей республики. Это можно считать большие гости, потому что представители Всемирной исламской лиги ученых приехали и подтвердили наши слова. Сколько лет какая-то группировка твердила, что нам надо брать в руки оружие, что мы должны делать вааза, и уже успели многих мозги промыть и убедить, что Дагестан находится в состоянии джихада, в состоянии войны. Нам не верили. Сколько мы не говорили, мы фатвы выносили, алимы вааза делали, объясняли, не верили. Вот сегодня для нас один из таких вот шансов подтвердить нашу правоту есть вот эта фатва, которая повторно тоже эта фатва пришла, этого ученого Фарадаби, который с нукулями, если они у вас нет, они должны быть у каждого имама, у каждого алима. И об этой фатве надо в проповедях говорить, переводы этих фатв, кто не умеет, должны зачитываться. Там по всем мазхабам этот человек доказал, что Дагестан это даруль-ислами, даруль-ислами вассалам, он сказал. Это для нас хорошее подспорье, это для нас хорошая поддержка. Может быть, не для того человека, который уже взял в руки оружие, но это хороший аргумент для тех людей, которые особо и нам не доверяли, которые смотрели в сторону Востока арабского, что все оттуда должно идти, что там только правда. Для этих людей это хороший аргумент. Вы не пренебрегайте этим документом. Вы его требуйте, иншаллах, мы сделаем что-то через духовное управление.
на арабском языке, чтобы этот документ и на переводе был у вас на руках. Вот этому надо дать огласку, это очень важно. Потому что и в публикациях это должно быть. И да, мы говорим, для нас тут ничего открытия нету нового. Ну и что? Для нас нет открытия, но есть для тех людей, для многих людей это открытие. Потому что многие люди, невежды, которые и нам не доверяют, они думали, что это мнение алимов. А на самом деле мнение организации, в которые входят 80 тысяч алимов мира, от их организации пришла одна страница, которая для нас, я думаю, будет очень важна. Я его перечитывать не буду, потому что вы можете его сами тоже прочитать. И вот организатор, секретарь, наверное, или же вы оставите свои имейлы, или же, обязательно сделайте, чтобы эта копия у вас была, и чтобы вы об этом сказали. Это во-первых. Во-вторых, следующее я хочу сказать. Следующее. Вот вопрос заката. Сегодня Духовное управление Муфти поручает вопрос заката, вниманию заката нескольким своим заместителям. Загружает их этим вопросом. У меня вопрос к имаму. Неужели у вас какая работа? Вы что? Что может быть для вас важнее, кроме 5 столпов ислама? Это значит, мы плохо работаем. Значит, если сегодня для заката отдельные заместители потребуются, завтра, может быть, не дай Аллах, и по намазу одного заместителя потребуется. И по посту одного заместителя потребуется. Почему мы об этом не говорим? Там есть очень многое, что говорить. Возьмите Таргиб Хафигуль Мудирия. Там столько абвабов. Вы можете месяцами об этом рассказывать. Людям в первую очередь, первый шаг к тому, чтобы люди начали выплачивать закат, это то, чтобы вы, имамы, начали об этом рассказывать. Я знаю, некоторые боятся, что делать, если эти деньги придут. Такое опасение, лично у меня было такое опасение. Если я буду много говорить, люди деньги начнут приносить, я как буду за это отвечать? Такой эгоистический, такой подход тоже появляется. Этого не надо бояться. Таваккаль на Аллаха делайте. Я особенно обращаю внимание имамам крупных городов, где процветает торговля. Вы не бойтесь об этом говорить. Пускай миллионы приходят. Мы научим, что с ними делать. Аллах Та'аля организовал вопрос заката таким образом, уже Он организовал, что Он сам по себе может существовать. Потому что за содержание аппарата или же амилинов алейха вы откуда деньги не должны доставать. Возьмите оттуда, даете им. И сейчас, коротко, если я не задерживаю внимание, хотел бы нашу практику показать. Мы до последнего времени, до последнего года, можно сказать, работали в таком авральном режиме. Люди приходили за деньгами, мы проводили собеседования, какие-то документы требовали, и на месте им деньги выплачивали. Но вот уже год, как мы это дело прекратили. Мы у людей, обращающихся к нам, принимаем только заявки. Заполняем на них определенные документы, где есть определенные вопросы по их месту проживания, по их состоянию. И накапливаются эти заявки, мы отправляем представителей. У нас есть, альхамдулилля, и добровольцы. Хотя этим добровольцам, мы платим вознаграждение, потому что по шариату мы смело можем это заплатить. И на сегодняшний день вот эти люди по всему городу обходят, где есть план, составляют, откуда поступили эти заявки. И ходим по семьям, наши представители ходят в 7 семей, у нас по сегодняшний день около 800 семей нами проверенных человек. 800 семей мы проверили по всем параметрам, по аснафам, по категориям. И это получается 3000 человек. Они постоянно нуждающиеся в нашей поддержке. Около 600 семей на данный момент идет повторная перепроверка даже. Повторная проверяем, какое состояние. И таким образом у нас есть, вот когда какие-то деньги к нам поступают, мы очень четко себе представляем, куда эти деньги надо давать, какие семьи есть.
распределяем на 8 категорий. Если все 8 категорий находятся, то мы распределяем на 8, если нет, остальное на остальных. Оказалось, не очень это сложно. Поэтому мы сейчас в данное время об этом так громко не стали говорить. Мы хотим этот год провести такой, посвятить нашей практике, хорошенько научиться, какие там есть моменты и так далее. И еще оказалось, когда мы начали эту деятельность, наша деятельность не ограничилась на одном раздаче им имущества, деньги, там, продукты там, и так далее. Оказывается, получили возможность по ходу делать даву. Там людям стали говорить, вынуждены говорить, как не сказать, если кого-нибудь из вас отправит в какую-то семью, вы от того, главное, оказывается, уже одна беседа с этими людьми, один визит к этим людям с нашей стороны снимает с них большую нагрузку, большое удовлетворение они получают. Им в исламе, хочешь не хочешь, ты вынужден сказать, да, там получается. Мы, этот фонд, благотворительный фонд, который создан вот для этого, он решает их проблемы с герцем, вынуждены решать семейные вопросы. И очень большая поддержка, помощь получается, когда мы организационно к этому вопросу подходим. Поэтому еще раз хочу сказать вот, по поводу вот этого, что очень многое, братья, зависит от имамов. Они должны в первую очередь об этом очень много говорить, рассказывать, людей призывать. И если есть люди, которых вы лично знаете, их почему, как можно с ними разговаривать, если вы не спросили, дорогой брат, я тебя долго знаю, ты тот закат выплатил? Спросите. Оказывается, не выплачивают. А когда выплачивают, один раз, если этот человек выплатит, он на следующий год прибегает, потому что, Аллах, этот человек находит в этом для себя ход. Когда он закат выплачивает, он сам довольный, оказывается, ждет, не дождется, пока еще наступит время, когда ему закат выплатит. Женщины выплачивают закат. Поэтому в этом для нас есть вот огромный объем для всего нашего ислама, для престижа духовенства, представителей духовенства. Имам, если какого-то населенного пункта этим занимается, если он протягивает руку к бедным, вы знаете, как на нас будут смотреть. Поэтому от этого зависит огромная сторона нашего ислама. Не зря же это рукно. И очень некоторые настоятельно меня просили поднять вопрос один проблемный вопрос. Вот мы очень одни радовались, одни восхищались тем, что сейчас уже, альхамдулиллах, в школах начали какие-то государства религии. Но вы возьмите книгу, которую сейчас вот к этим детям на руки дают. Хорошенько его полистайте. Какие там есть изображения? Изображения Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, Адама и так далее. То есть все сделано. Вот, можно принести его, передать, оказывается, с собой взять. С этим нам надо что-то поделать. Я насчет этого еще шум думал, не подниму. Надо, наверное, нам вместе, совместно это посмотреть. Короче говоря, здесь мы кричали, когда карикатуры вышли. Вот такие карикатуры здесь есть в портфелях каждого нашего ребенка сейчас. Здесь в этом учебнике есть это все. Поэтому я думаю... Там третья страница. На третьей странице. 12 и 12. И очень некрасивое изображение якобы Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вот такие вещи дали нам, вот, мол, открыли религиозные и Адам там как-то какие-то художественные изображения дурацкие. Вот это все. Нам надо какое-то общее обращение к Министерству образования. Что-то не надо, они оставят, скажем. Баракаллаху фикум, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.